Секретный ингредиент кирпичей завода «Хакасский элемент» – древние останки. Как оказалось, разработку карьера сотрудники предприятия вели на месте древних могильников. В итоге уничтожено 7 курганов. Завод оштрафовали на 8 миллионов рублей. Таких резонансных дел в Хакасии не было последние 10 лет. На месте разрушенного объекта культурного наследия побывала Мария Добрынина. Мы с вами сейчас вот на этой территории находимся. Это курганы. 4 кургана осталось. 4 были здесь, 3 были вот в этой части. А теперь здесь глубокая заброшенная яма на несколько гектаров. Наследие предков. Древние останки первых поселенцев, которые тысячелетиями хранились в степи изыских копий, несколько лет вместе с песком и глиной вывозило промышленное предприятие по лицензии, которую выдала Минприроды. Разрабатывал карьер завод «Хакасский элемент». Еще в 1991 году здесь проходила научная экспедиция. В изыских копиях обнаружили могильники. Этот состоял из 11 курганов. Так что о случайном вредительстве речи точно не идет. Да и даже сейчас невооруженному специальными знаниями человеку легко заметить древнее захоронение. По словам инспекторов, человеческие кости, черепа, части конструкции усыпальницы были обнаружены при проверке прямо в песке на отвалах. Больше половины могильника уничтожено и не подлежит восстановлению. Для Хакасии, которая считается меккой российской археологии, это непозволительная потеря. А ведь по правилам предприятия, которые занимаются, например, добычей полезных ископаемых или строительством дорог, обязаны за свой счет провести изыскательские работы. То есть организовать археологические раскопки, вывести все артефакты, а уже потом использовать территорию. Так в Хакасии работают угольные разрезы, железнодорожники. И «Хакасский элемент» получил официальное уведомление в 2020 году, что они нарушают закон, хотя и самим догадаться было несложно. Перед проведением хозяйственной деятельности необходимо убедиться в отсутствии памятников на территории производственной деятельности. Производитель работ был уведомлен о необходимости процедур, которые должны были предшествовать добыче и, соответственно, полезного ископаемого. О наличии объекта, но так как этот объект уже запаспортизирован, стоял на охране, все это сведения были и в органе охраны, и все это можно было у нас получить. Комментировать на камеру свою работу руководство кирпичного завода отказалось. Но они настаивают. По лицензии, которую им выдала Минприроды Хакасии еще в 2015 году, работы были разрешены без дополнительных условий. В суде же министерство заявило, что в едином государственном реестре объектов культурного наследия на момент выдачи документа по недропользованию действительно могильник на изыских копиях почему-то отсутствовал. Но так или иначе, объекты были уничтожены, а незнание закона от ответственности не освобождает. «Хакасский элемент» выплатит более 8 миллионов рублей за ущерб. Для Хакасии случай исключительный. По словам специалистов госинспекции, подобные ситуации редко, но случаются. Однако найти нарушителей не представляется возможным. У нас много карьеров, которые возникают стихийно. И в этом, да, мы фиксируем, что на территории некоторых карьеров есть и повреждения археологических памятников, не стоящих на охране, либо стоящих на охране. Были самовольная добыча песчано-гравийной смеси и рядом с Ташибинским Чаатасом. То есть такие факты фиксируются, но не в промышленных масштабах, и очень сложно определить, кто это сделал. Пока раскапывать для исследования оставшиеся 4 кургана не будут. Их оставят нетронутыми до тех пор, пока территория не понадобится для добычи той же глины или строительства домов в будущем. Однако и тогда подрядчика обяжут прежде провести археологические раскопки. Мария Добрынина, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.